1 серебряная и 4 бронзовых награды. Таков итог выступлений чувашских масс-рестлеров на завершившемся в Чебоксарах чемпионате России. Кому из чувашских атлетов удалось максимально приблизиться к верхней ступени пьедестала почета, в сюжете нашего спортивного корреспондента Вячеслава Ильина. Традиционно в единоборствах, а масс-рестлинг вполне можно отнести к этому виду спорта, самый большой интерес вызывает выступления атлетов супер тяжелой категории. Заявки на участие в сверхтяжелой категории у мужчин свыше 125 килограммов и более 85 у женщин подали соответственно 4 и 6 атлетов. У претендентов на верхнюю ступень пьедестала почета помимо наград и титулов был дополнительный бонус. В городе Рига, Латвия, 24-27 мая состоится абсолютный чемпионат Европы по масс-рестлингу. И именно сегодня решится судьба 2 путевок среди мужчин и 2 путевок среди женщин. В споре представительниц прекрасной половины в числе соискательниц наград была чемпионка Чувашии Надежда Осипова. Она в красной форме. И судя по предварительным поединкам, воспитанница тренерского дуэта Алексей Владимиров, Алексей Атласкин была готова добавить к серебру и бронзе предыдущих чемпионатов золотую награду. В финале я встречусь со Светланой Григорь, она со Свердловской области. В том году я проиграла ей выход в финал. В этом году рассчитываю взять реванш. Взять реванш Надежде не удалось, однако серебро чемпионата дает шанс попробовать свои силы в борьбе за титул абсолютной чемпионки Европы. А вот у мужчин в этой категории подтвердил свой класс Виктор Колебабчук. 34-летний уроженец Смоленской области к многочисленным золотым наградам и званиям сильнейшего масс-рестлера страны, Европы и мира добавил очередной титул чемпиона России. Все играет роль, то есть и вес, и рост, и рычаги, и гибкость, и выносливость, и эластичность, и мышечная, то есть выносливость. Вот. Естественно, первым делом голова должна работать. Виктор Колебабчук сделал подарок и нашей телерадиокомпании. Коллекция спортивных сувениров пополнилась снарядом с автографом чемпиона. Вячеслав Ильин, Вести, Чуваша.